Воскресный эфир канала БСТ продолжают итоги недели. Добрый вечер, я Альбина Хайруллина, и вот ключевые темы выпуска. Есть такая профессия – родину защищать, порой ценой жизни. Кавалеры ордена Шаймуратова и новый том книги памяти от тех, для кого война еще не закончилась. Почему ты не умер? Надо было умереть. О бессмертных героях Айгуль Хатыпова. Кибергипноз. Какие-то были сказаны фразы, как кодовое какое-то слово, при котором я уже себе не отдавала отчет. Разбудили и ограбили по телефону. Жертвы банковских аферистов все чаще, далеко не пенсионеры. Некоторые люди считают, что это с ними не произойдет, потому что они продвинутые. Лилия Курбанова о том, как перехитрить мошенников. А может, не надо? Надо, вы же хотите. О, Господи. Уфимское подземелье, куда уже не ведут поезда, прогулки опасны. На них, видимо, хранились ящики со всякими взрывчатыми веществами. Какие еще тайны хранят эти лабиринты? Спасатели нашли сначала каску, а затем и тело одного из погибших студентов. Невыдуманные истории, эксклюзивные кадры в специальном репортаже Юлии Нигматуллиной. Лирики плюс физики, союз спорный. Говорит о том, что, в принципе, что у нас качество обучения, скажем, какое-то не такое, это неправда. И объединение двух ключевых вузов республики, все плюсы и минусы. Сливаясь в одно, мы никогда в мировом рейтинге, не то что первая десятка, первая сотня не войдем. Какой диплом получат выпускники и как быть абитуриентом, знает Артур Шамсуддинов. Дом для ФК Уфа. Мы не попадаем в концертные графики ни одной большой европейской звезды. Крытый стадион еще в проекте, а вот манеж уже обретает контуры. Еще летом прошлого года за моей спиной была только выровненная площадка. Артем Кочешев заглянул в футбольное будущее. МЧС республики предупреждает о сильных морозах. Сегодня ночью столбики термометров местами опустятся до минус 40 градусов. Ожидается метель при сильном северном ветре. На отдельных участках дорог снежные заносы и гололедица. Холодными выдадутся все выходные. Температура ниже нормы на 9-12 градусов. Потепление обещают лишь в конце февраля. Еще 4 человека скончались от COVID-19. Таким образом, с начала пандемии новая коронавирусная инфекция унесла жизни 252 жителей региона. За последние сутки прирост инфицированных составил 147 пациентов. Внебольничную пневмонию диагностировали 189 пациентам. Состояние 25 человек, проходящих лечение в ковид-госпиталях, оценивается как тяжелое. Для пожилых людей старше 65 лет, а также тех, кто имеет хронические заболевания, обязательный режим самоизоляции продлен до 11 марта включительно. Есть такая профессия – родину защищать. В Уфе состоялось торжественное собрание, посвященное Дню защитников Отечества. В Конгресс-холл пригласили кадровых офицеров, ветеранов вооруженных сил. В торжественной обстановке вручили ордена генерала Минигали Шаймуратова. Радика Рахимкулова награда нашла посмертно. В апреле 80-го года при исполнении воинского долга он был захвачен в плен в крепости Бадабер в Пакистане. После 5 лет заточения Радик с товарищами поднял восстание и уничтожил подготовленные для войны с советскими войсками технику и боеприпасы. Вернуться домой живым ему было не суждено. Награду вручили матери героя. Когда пришла повестка, он очень обрадовался. Я вернулась домой и увидела, что он забрался на трюмо и играл на гармошке. Пел песни о том, как поедет родину свою защищать. Он очень этим гордился. Орден Шаймуратова учрежден по инициативе главы Башкортостана Ради Хабирова. Накануне список кавалеров пополнили еще 7 человек, которые проявили мужество и отвагу не только на полях сражений. Среди почетных гостей на торжественном собрании присутствовали герои России, уроженцы Башкортостана. Рафик Ихсанов, Вячеслав Аверьянов, Анатолий Сафронов, Риф Сахабуддинов. Аплодисментами офицеры приветствовали прославленного командующего воздушно-десантными войсками генерал-полковника Владимира Шаманова. Республика приобрела очередное дыхание и значительно отличается от многих субъектов федерации своим патриотизмом, своей нацеленностью. Мы единая страна, мы сильны своим единством. И молодежи, и ветеранов должны сохранить завоевания наших прадедов и дедов и развивать нашу страну, чтобы мы ей все гордились.
списках не значится, сколько жителей из Башкортостана действительно отправились на фронт. Этим вопросом задались башкирские поисковики. Ведь много тех, кто отправился защищать родину, минуя военкомат. Следы теряются. В Уфе в этом году планируют издать 23-й том книги памяти с новыми данными о фронтовиках. Как сражались, как переживали страх и совершали невозможное, как выстояли и победили. Авторы по крупицам восстанавливали истории героев. На это ушло несколько лет кропотливой работы. Удалось не только установить имена пропавших без вести, но даже отыскать их родственников. С подробностями Айгуль Хатыпова. Лавина вот эта танков ринулись, и они вот попали прямо вот в первые минуты сразу в плен. Война обрушилась на СССР в воскресенье, в июне 41-го. Солдаты, лишь месяц назад прибывшие на службу, оказались в самом пекле войны. Накануне у новобранцев собрали винтовки и вывезли, как устаревшие. Танки стояли без горючего. Все, кто был тогда на службе, попали в плен. Среди них был и отец Надежды Гориной, Степан Афанасьев. Бойцов пешком погнали в Германию. Их не кормили. Для ночлега солдаты копали себе ямы. Для ослабевших они становились последним приютом. Заставляли их, значит, кормить свиней, а сами не сметь, чтобы у свиней там чего-то взять. Кусок картошки там или брёквы куда-то упадет, да? Не сметь поднимать даже. Вот когда свиньи наедятся, значит, пленные могли доесть все, что осталось. Война закончилась 9 мая, но для тех, кто вернулся из плена, она затянулась на десятилетия. Степан Афанасьев смог сбежать от фашистов, вернулся домой живым. Почему ты не умер? Надо было умереть. Это ему в военкомате так было? Вот это ему так говорили, вот это я помню. Неудивительно, что Степан Андреевич не любил вспоминать то страшное время. Из 44 уфимцев, отправленных на службу в Брестскую крепость, до конца войны выжить смогли немногие. Список маршевой роты, отправленной из Башкортостана, обнаружили поисковики республики при сканировании документов городского военкомата. И работая в архивах, выявился большой пласт документов по людям, которые вообще не проходили через военные комиссариаты. То есть, если вот посмотреть, книга снятых с учета ВЛКСМ отправлена в РКК. То есть, но дальше информации о том, что они служили, нет. И с высокой долей вероятности они даже не считаются ветеранами, либо если они погибли, то про них вообще никто не знает. И таких списков множество. Тысячи имен и фамилий уроженцев республики, ушедших добровольцами. Сироты, отправленные служить на фронт. Люди, не проходившие через военкомат. О них нет никакой информации. Так сколько же действительно человек из Башкортостана отправились на войну? Нам самое главное было уточнить, а вот эти люди, которые вне военкомата уходили в тыл врага воевать с фашистами, увековечены они или нет? Поисковый отряд республики сейчас готовит к изданию 23-й том книги памяти. Кто-то выезжает на поля сражений, чтобы найти и поднять из земли останки погибших солдат. Другие работают в архивах. Информацию для сборника собирают буквально по крупицам. Читают письма, вглядываются в черно-белые снимки, изучают наградные листы. Кстати, в Уфе этой работой занимаются люди с ограниченными возможностями здоровья. Вот это уникальное дело, это фактически бомба, в том числе для меня. Оказывается, в годы войны в республике были специальные курсы по подготовке молодежи в состав партизанских отрядов. Туда принимали парней и девушек 18-19 лет. Готовили подрывников, снайперов и радистов. Они уходили воевать в тыл врага вне военкомата. О них нет данных. Судьба молодых бойцов осталась неизвестной. Из этих материалов вот мы видим, что только 2 человека из более чем 60 человек. Создатели книги памяти говорят, что 23-й том не последний, ведь в списках пропавших без вести до сих пор числятся тысячи фамилий. После завершения издания слова о том, что никто не забыт, обретут свой истинный смысл. Ведь десятки страниц с тысячами и тысячами имен потрясают, может быть, сильнее, чем самые масштабные монументы. Айгуль Хатыпова, Артур Ханов, Роберт Давлетбердин и Родион Матвеев. Итоги недели. Кстати, в День защитников Отечества телеканал БСТ и наш легендарный земляк Юрий Шевчук подготовили настоящий подарок, а именно 2-часовой сет группы ДДТ и ее бессменного лидера в нашем эфире. Выступление коллектива состоялось еще в октябре, в День Республики. Тогда по договоренности с Юрием Шевчуком мероприятие не транслировалось в прямом эфире башкирского спутникового телевидения из-за переживаний Шевчука за качество звука. И вот, наконец, подготовлен эфирный материал. Начало концерта группы ДДТ на канале БСТ 23 февраля в 19 часов. Не пропустите.
Смертельная авария произошла сегодня в Гафурийском районе на дороге Ишимбай-Красноусольский. Столкнулись встречные «Лада X-Ray» и «Рено Дастер». По предварительным данным, водитель «Лады» не справился с управлением. В итоге 52-летняя пассажирка отечественного авто скончалась на месте происшествия. По имеющейся информации, в «Ладе» ехала супружеская пара, которая везла родственников в больницу. Жизнь еще одной пассажирки унесла авария на дороге Уфа-Оренбург в Мелеузовском районе. Там столкнулись встречные «Шкода Октавия» и «Рено Сандера». Женщина, ехавшая в чешской иномарке, погибла на месте. Еще 4 человека доставлены в больницу. Подробности уточняются. Между тем, сотрудники ГИБДД в праздничные дни выйдут на усиленное патрулирование. Связано это с тем, что в выходные растет число тех, кто предпочитает сесть за руль, будучи под градусом. На днях в Кумертау полицейские стали свидетелями странной картины. Явно не желая встречаться с сотрудниками ГИБДД с глазу на глаз, водитель легковушки пытался спрятаться прямо под своим автомобилем. Якобы понадобилось там резко что-то подкрутить. Правда, сделать это нарушитель решил без инструментов, что называется, голыми руками. В отношении вас будет оформлен отказ 12.26, часть 1. Оформлен. Понятно мне? Ладно. Поняли меня? Да. Там предусмотрено лишение и штраф 30 тысяч. Я домой могу поехать. Я увидел встречку из-за поворота, ему сигналить начал. А ему все равно. Парень прижался вот к правому краю, мы к левому. Он мимо нас пролетел и вот на этой вот его, по-моему, закрутило на снегу. Добавлю, что только за январь текущего года госавтоинспекторы задержали на дорогах республики более 1200 нетрезвых водителей. А вот пьяному водителю, по чьей вине погибли сразу 3 человека в центре Уфы, на неделю вынесли приговор на 13 лет и 1 месяц колонии общего режима. Суд Кировского района Уфы приговорил Эдуарда Гайнанова, устроившего массовую аварию на Сочинской. Подробности расскажет Радмир Азнабаев. Этого дня одна ждала и боялась одновременно. Перед заседанием Эдуарду Гайнанову предоставили последнее слово, в котором он впервые извинился перед семьей погибших. Она его не прощает? Никогда не простит. Матери за умерших сыновей из Республики Узбекистан разве его простят за совершенное? Его Бог тоже не простит. Эдуард Гайнанов попросил суд запретить журналистам записывать его речь. Судья ходатайство защиты удовлетворил. Помимо извинений пострадавшим, подсудимый вспомнил слова своего уже покойного отца. Цитата: «Выпил, бросай ключи от машины в колодец». Но сам же пренебрег советом старшего. На этих кадрах внедорожник на большой скорости сносит ВАЗовскую девятку, в которой находились 4 брата. 3 из них погибли, 4-й остался инвалидом. В тот день Гайнанов сел за руль пьяным, будучи уже лишенным прав за нетрезвое вождение. Изначально утверждал, что за рулем был не он. Далее выдвигал версию, что уснул за рулем, а потом, видимо, осознав, что натворил, пытался бежать. Театр абсурда продолжался весь вечер. А вы можете сказать, откуда вы ехали? Я вообще не ехал никуда, я вообще шел пешком. Стоит отметить, Land-Cruiser, на котором подсудимый совершил смертельное ДТП, уже попадал в сводки новостей ранее. В 2017 году та самая Toyota сбила насмерть пенсионерку, которая шла по зебре на Нагаевском шоссе. Только тогда за рулем находился как раз-таки отец Гайнанова. До суда он не дожил, не увидел, как и сын оступился, так это называет сам виновник ДТП. Он признал вину и рассказал, что выпил, чтобы опохмелиться. Ведь за день до трагедии он отмечал день рождения матери. Теперь же встретиться с мамой за праздничным столом он сможет не раньше 2033 года. Гайнанов Эдуард признан виновным. Ему назначено наказание по совокупности преступлений окончательно к отбытию 13 лет, 1 месяц лишения свободы. Сторона обвинения полагает, что вынесенный приговор в части назначенного наказания является законным и обоснованным. А вот мама погибшего 21-летнего Мухаммаджона и 23-летнего Икрамджона, который на всю жизнь остался инвалидом, с приговором не согласна. Помимо апелляции, она намерена достучаться до президента России. Президенту также будет писать. Трое умерших людей из Республики Узбекистан из-за какого-то психа, говорят, погибли. Сам подсудимый с приговором согласен, а вот его адвокат решил не комментировать решение Фемиды и спешно удалился из зала заседания. Эдуарду Гайнанову предстоит выплатить пострадавшей стране в общей сложности 3,5 миллиона рублей. Сейчас его этапировали в Уфимское СИЗО, где он пробудет до вступления приговора в законную силу. Радмир Азнабаев, Артур Елаев, Вадим Исламов, Виктор Меренков, Иван Шабрин и Артур Галеев. Итоги недели. Уфа.
Сразу после итогов в эфир нашего телеканала выйдет специальный репортаж нашего поистине бесстрашного корреспондента Юлии Нигматуллиной, которая, вооружившись камерой, отправилась обследовать далеко не безопасное уфимское подземелье. А может, не надо? Надо, вы же хотите. Не, я туда не полезу. О, Господи. Уфимское подземелье. Правда ли, что под городом целая сеть заброшенных тоннелей? Закладывался пороховой заряд и откалывалась часть породы. Кирка, кувалда и железная дорога на глубине. Что добывали в уфимских штольнях и как они выглядят сейчас. Лечь. А как вылезать потом? Так же. Смерть в конце тоннеля. Обстоятельства гибели 6 студентов в городских катакомбах. Они развели костер, они жгли электрический кабель, в результате получили отравление. Почему нельзя строить над штольнями и что угрожает зданиям, если под ними пустота? Когда нету породы, просто инструмент проваливается и опять будет дальше. Развод с банковскими счетами. Уфимка попалась на удочку мошенников и перевела на неизвестные счета больше 200 тысяч рублей. История, казалось бы, стара как мир, но женщина уверена, что она оказалась под гипнозом. Только за прошлый год телефонные мошенники похитили у россиян почти 150 миллиардов рублей. Средний ущерб варьируется от 27 до 50 тысяч рублей в зависимости от контекста звонка. Самыми дорогостоящими оказались разговоры с фиктивными медработниками. На втором месте общение с псевдобанковскими сотрудниками. Как не пополнить ряды пострадавших от финансовых аферистов и не лишиться своих кровных, выясняла Лилия Курбанова. Все чеки я провела с разных банков, я провела через Сбербанк. 14 чеков – это все, что осталось в обмен на 205 тысяч рублей. Деньги по частям Светлана перевела мошенникам собственноручно. Уверена, ее ввели в гипноз. Аферисты позвонили, когда женщина уже засыпала в 11:30 ночи. Мне сказали, что у вас будет снятие денег, то есть хакерская атака. Это то, что я потом вспомнила, понимаете? Какие-то были сказаны фразы, как кодовое какое-то слово, при котором я уже себе не отдавала отчет. Что я делала, куда я уходила. Мошенники не давали времени на раздумья и предостерегали, мол, если ничего не сделать, то деньги будут потеряны. На связи со Светланой аферисты были несколько часов. Напуганная женщина едва ли не в сорочке отправилась к ближайшему круглосуточному банкомату. Сняла почти все свои сбережения по частям и перечислила на другие номера, якобы сейф-счета, где деньги, по заверениям людей на том конце провода, должны были сохраниться. Она говорила о том, что с меня снимать деньги, лучше нам перевести на новые счета. Что это у вас будет новый счет, я вам, когда мы все перейдем ваши карты на ваши личные новые счета, как я потом вспомнила, и мы выдадим вам новые лицевые счета, вы получите в Сбербанке. Всю ночь женщина следовала инструкциям мошенников, очнулась только утром. Светлана обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Сейчас по заявлению Уфимки возбуждено уголовное дело о мошенничестве. Полиция в очередной раз напоминает, в случае поступления подобных звонков никогда не выполняйте инструкции незнакомых людей. Немедленно положите трубку и наберите банк по номеру телефона, который указан на обороте вашей банковской карты. Важно именно самостоятельно позвонить в банк или вовсе лично отправиться в отделение, ведь с каждым разом методы мошенников становятся только изощреннее. Если раньше просто спрашивали код с обратной стороны карты, то сейчас аферисты могут позвонить с телефона, замаскированного под номер банка. Мошенники в большинстве случаев применяют методы социальной инженерии. Это психологические приемы, способ, который может взломать почти любую систему безопасности через самое слабое ее звено – человека. Ежегодно аферисты забирают со счетов людей даже не миллионы, а миллиарды рублей. И лишь малую часть банки способны возместить. Около 80% звонков мошенники осуществляют якобы от имени банков. Если говорить о новых методах, то одним из новых методов является хищение посредством заключения кредитного договора. Также одним из нововведений является вовлечение в указанную схему псевдосотрудников правоохранительных органов, когда разговаривает не только псевдосотрудник банка с клиентом, но и псевдосотрудник правоохранительных органов.
Основная аудитория мошенников сегодня – это люди старше 45 лет. Однако, по словам правоохранителей и психологов, попадается на уловки аферистов и молодежь. Некоторые люди считают, что это с ними не произойдет, потому что они продвинутые, все хорошо понимают и разбираются, и это расслабляет и делает жертву доступнее. Другие считают, что это где-то далеко и его не касается. Что-то вроде «да кому я нужен?». Таких часто застают врасплох. Третьи действительно плохо разбираются в банковской системе и в системе работы службы безопасности. Звонить Светлане вполне могли из мест не столь отдаленных заключенные, которые вовсе не вне зоны доступа. Так, в прошлом году в СИЗО «Матросская тишина» был обнаружен колл-центр, состоящий из лжесотрудников банка. Сейчас Госдума в третьем чтении приняла закон, который обяжет операторов связи прекращать обслуживание абонентов, незаконно пользующихся услугами на территории учреждений исправительной системы. По словам психологов, мошенники попросту пользуются доверием. Такое, казалось бы, положительное качество человека приводит к отрицательному балансу на счету. Лилия Курбанова, Артур Ханов. Итоги недели. Слияние УГАТУ и Башгу может начаться уже в ближайшее время. Вопрос с объединением вузов можно считать решенным. По большому счету сейчас прорабатываются механизмы и структура будущего учреждения. Остается придумать и название, которое обязательно должно содержать слово «башкирский» как географическую принадлежность. Одной из причин, по которой университеты намерены объединить, стало повышенное финансирование. Вуз может урвать из федерального бюджета более миллиарда рублей. Может ускориться строительство студенческого кампуса. Но не все так гладко, говорят противники слияния, и у них есть свои аргументы. Доводы за и против выслушал Артур Шамсудинов. Мы не понимаем смысла объединения гуманитарного и технического вуза. Просто поменять название и просто будет считаться по-другому. На счет учебы, наверное, скорее всего, ничего не поменяется. Нам все равно, что нам осталось месяца 2-3. Пока одни студенты радуются, что успевают закончить свой вуз в прежнем статусе, другие недоумевают, какой диплом они в итоге получат. По разные стороны баррикад сегодня и научное сообщество, у которого слишком много вопросов к грядущему слиянию. Отток студентов меня беспокоит, потому что надо посмотреть, мы просчитали все вузы, которые объединялись в 14, 13, 10 годы. Естественно, при объединении у нас суммарно они уменьшились. Понимаете, это тоже в какой-то мере ухудшает ситуацию. Но есть и плюсы, наверное. Плюсы есть. К числу плюсов сторонники как раз-таки относят повышенный интерес абитуриентов к новому вузу. По словам чиновников, объединенный университет станет более заметным на образовательной карте страны и за ее пределами. Слияние позволит получать больше средств из федерального бюджета в рамках новой программы «Приоритет-2030», а это гранты вплоть до миллиарда рублей в год. Вопрос в получении долгосрочного финансирования, создании технологических долин, прочих инжиниринговых центров. То есть там великое множество различных программ и проектов, где мы пока по всем показателям не подходим, пролетаем и остаемся на обочине развития современного высшего образования. Объединение вузов ускорит строительство студенческого кампуса на 5000 мест, которые намерены разместить в Демском районе Уфы. Условия проживания в новых общежитиях будут не хуже, чем в квартирах, что также положительно скажется на росте числа абитуриентов. Вы же понимаете, что, например, чем Казань привлекает? Открываешь сайт КФУ, первый там написано, для студентов первого курса вот такие общежития представляются. И показывать эти общежития, это как одна квартира на двоих. Стиральные машины, встроены, все. Система же там простая. Там на первый курс, да, действительно, они их берут, в общежитие селят, а со второго курса селят такие же общежития, как у нас. Об этом никто не говорит, так ведь? Говорить о том, что, в принципе, что у нас качество обучения, скажем, какое-то не такое, это неправда. А вот то, что объединяются технический вуз и гуманитарный, даже на руку, говорят организаторы. Пересечение направлений незначительное, а потому, к примеру, о сокращении сотрудников речь вовсе не идет, скорее наоборот. Да, есть пересечение в бакалавриате, специалитете где-то 25%, но если смотреть на профили программ, потому что все равно та же самая физика в классическом и в техническом университете, это разная физика, и разных специалистов готовят для разных рынков, разных компаний, то пересечение получается где-то на уровне 6%. Но и пересечение есть по тем в контрольных цифрах приема по тем направлениям подготовки обоих вузов, которые, в принципе, востребованы сегодня в России. То есть по ним
и так будет увеличение контрольных цифр приема в последующем. Противники слияния, в свою очередь, не столь оптимистичны. По мнению профессора Роберта Якшибаева, сам процесс может затянуться на годы. Все это время будет неразбериха, которая не лучшим образом отразится как на качестве обучения, так и на престиже вуза, что только отпугнет абитуриентов. Сегодня Московский государственный университет бьется, чтобы остаться в сотне ведущих вузов мира. А тут два, в целом, я считаю, хороших университета сливаются. В общем-то, рейтинги УГАТУ и БАЖГУ неплохие, но сливаясь в одно, мы никогда в мировом рейтинге, в общем-то, какой-то, не то что первую десятку, первую сотню не войдем. Я думаю, что рейтинговые показатели суммарно упадут, и возможность получить, так сказать, дополнительное финансирование, естественно, уменьшается. По мнению ученых, объединять вузы нужно, но не в форме полного слияния, а как консорциум, то есть без образования отдельного юридического лица. В этом случае каждый университет сохранит не только свою лицензию, но также историю и бренд. Процесс объединения вузов может начаться уже в марте. Как раз тогда должно выйти постановление правительства страны о начале конкурсного отбора на федеральный грант. Станут понятны и целевые показатели, которые должны выполнять образовательные учреждения. Слияние УГАТУ и БГУ не будет одномоментным и в общей сложности может занять около 2 лет. Реорганизация означает распад диссертационных советов, воссоздание которых, по мнению ученых, займет не год и не 2. Обещания чиновников сократить этот процесс до 2-3 месяцев воспринимаются настороженно, ведь письменных гарантий пока нет. Единственное, в чем сомневаться сейчас не приходится, грядущая приемная кампания и для УГАТУ, и для БАЖГУ пройдет, как и раньше. Вот только с дипломом какого вуза выйдут выпускники, сказать пока никто не берется. Артур Шамсудин, Фазат Ашбулатов, Роберт Давлетбердин и Шамиль Каримов. Итоги недели. Уфа. А сейчас о событиях, без которых картина недели была бы неполной. Новости короткой строкой от моего коллеги Эмиля Басареева. Уроженка Уфы стала президентом России. По крайней мере, так теперь звучат ее имя и фамилия в новом паспорте. Удивительные документы опубликовали журналисты издания «Мэш». Минувшим летом 39-летняя жительница Зеленодольска Ирина Калимуллина пришла в паспортный стол и заказала смену имени и фамилии. Причина такого поступка неизвестна. Заповедник Шульганташ не будут называть именем Александра Рюмина. Первооткрывателя рисунков древнего человека в Каповой пещере увековечат другим способом. В частности, Общественный совет при Минэкологии Республики предлагает установить бюст исследователя перед музейным комплексом. В самом музее планируется организовать экспозицию, посвященную ученому. Сегодня отмечается Международный день родного языка. Накануне в республике прошел диктант на языках народов Башкортостана. Его участники смогли проверить не только знания русского, башкирского и татарского языков. Также диктант писали на чувашском, арийском и удмуртском. Всего диктант написали более 55 тысяч человек. В детские йогурты добавят биойод. Продукцию будет производить молочная кухня. Опыт, по оценкам экспертов, уникальный для страны. Сейчас йогурт проходит заключительный этап регистрации. Если будет запрос от родителей, йодированный йогурт начнут выдавать бесплатно. Робот да Винчи впервые прооперировал ребенка. В клинике БГМУ совместно с врачами Республиканской детской клинической больницы скорректировали патологию развития почки у подростка. С помощью робота проведено уже свыше 1000 операций. 450-летие Уфы здание театра кукол реконструируют. Частично сумма, необходимая для обновления постройки 1976 года, уже выделена из федерального бюджета. По новому проекту здание станет автономным и не будет делить один адрес с жилым домом. Появится 4-этажный пристрой с камерной сценой на 100 мест, творческими студиями и мастерскими. В Уфе на 4-метровой глубине появится средневековый город. Археологический парк появится тоже к 450-летию Уфы. На данный момент более 120 тысяч экспонатов музея городища Уфа-2 хранятся в подвальном помещении, где нет специализированных условий. Подробности у Динары Таймасхановой. Вот эта сточная труба со всего здания совершенно недопустимо в фондохранилище, потому что в любой момент она может сломаться, ее прорвать и так далее, и может залить все это наследие.
Казалось бы, подвал – идеальное место для хранения старых вещей. Только вот этим экспонатам около 1500 лет. Уникальные археологические артефакты, рассказывающие в деталях историю древней Уфы. Например, гончарный сосуд бахмутинской культуры или бронзовая подвеска в форме лошади, которую носили модницы Средневековья. Все это надежно запечатано в коробке. Чтобы сберечь их, несомненно, нужны реставрационные мастерские, которые должны располагаться отдельно от друг друга по виду материала, по габаритам, где будет установлены отдельные принудительные, притяжные, вытяжные системы для их сохранности. В подвале 10-этажки хранятся порядка 120 тысяч экспонатов, 10 тысяч из которых включены в Музейный фонд России. В отдельной комнате разместили артефакты, найденные археологами Башгосуниверситета с 2006 по 2010 года. Ниже уровнем уже объекты, найденные музейными работниками. В отопительный сезон в подвале сухо, летом влажно. Прибор для поддержания необходимого микроклимата не спасает ситуацию. Уникальные артефакты. А храним мы их, как видите, в приспособленных помещениях. А так хочется, чтобы они были доступны и горожанам, и туристам, чтобы они лежали в открытом хранении, чтобы люди могли приходить, восхищаться, восторгаться. И для этого немного-то нужно. Нужно построить археологический депозитарий. Строительство специализированного хранилища на территории памятника археологии городища Уфа-2 уже запланировано. Этот вопрос обсудили на встрече глава Башкортостана Ради Хабиров и министр культуры России Ольга Любимова. Проект парка, к слову, уже 6-й за время существования музея, находится на согласовании. Строительство археологического парка запланировано здесь, на территории памятника городища Уфа-2. Сейчас фондохранилище размещается на площадке в 230 квадратных метров. А вот будущая постройка будет больше, почти в 15 раз. И для этого масштабного проекта даже придется снести 2 жилых деревянных здания по улице Пушкина. На глубине в 4 метра под стеклом появится средневековый город, а на поверхности современная зона отдыха. Археологический парк на территории заповедника Древняя Уфа в первую очередь сделает доступными экспонаты. У каждого появится отдельное место на витрине с информацией о каждом в электронном виде. Смотреть, как вообще происходят раскопки, поучаствовать даже, посмотреть археологическое окно, где будет все показано, культурный слой, срезок культурного слоя. И также планируется строительство археологического депозитария. То есть там будут собираться все предметы археологические, не только с этого памятника, но и со всей республики. Городище существовало с 4 по 14 века, и археологический парк станет своеобразным порталом в древнюю Уфу. Появится ли к 450-летию столицы Башкортостана уникальный комплекс, зависит от финансирования этого проекта. Динара Таймасханова, Булат Закирьянов. Итоги недели. Уфа. В столице республики построят универсальный футбольный стадион к 450-летию Уфы в 2024 году. Об этом рассказал глава Башкортостана Ради Хабиров после подписания соглашения о развитии футбола в республике. Подписи под документом поставили министр спорта страны Олег Матыцин, президент РФС Александр Дюков, глава Башкортостана Ради Хабиров и председатель Республиканской федерации футбола Ринат Шайбеков. Цель соглашения – сделать самый массовый вид спорта еще более популярным и доступным. В футбольное будущее Уфы заглянул Артем Кочешев. Чемпионат мира по футболу в России стал частью истории, но оставил хорошее наследство. В 11 городах страны появились суперсовременные арены. В итоге у Уфы, выступающей в российской премьер-лиге, сейчас самый скромный стадион среди 16 команд. Помимо того, что это напрямую влияет на посещаемость и комфорт зрителей, затронуты могут быть и спортивные результаты. У одного из главных конкурентов Уфы, волгоградского «Ротора», стадион на 45 тысяч болельщиков. Не секрет, что руководство лиги с большой симпатией относится к этой команде. Осенью прошлого года уфимцы уступили в Волгограде после грубейшей ошибки судьи. Одним словом, новый стадион клубу нужен, равно как и республике и городу. Тот стадион, который запланирован, закрытый стадион,
Это необходимая инфраструктурная вещь для нашей республики, потому что у нас на сегодняшний момент, например, мы не попадаем в концертные графики ни одной большой европейской звезды или мировой звезды, потому что у нас нет места, где бы они собрали вот этот самый стадионник, да? Большой вот формат концерта. Руководство футбольного клуба Уфа в январе во время турецких сборов провело переговоры с компанией, которая занимается возведением спортивных объектов. Ранее эта фирма прислала проект новой арены. Сейчас компания занимается строительством стадионов к чемпионату мира по футболу в Катаре. Мы хотим видеть крытый футбольный стадион, не меньше 10 тысяч, многофункциональный. Он нам предложил несколько проектов. Я посмотрел, такие удачные. И договорились, если дальше мы идем, согласовываем, бюджет подписываем, то приглашаем, и они будут участвовать в тендере. По предварительным оценкам, на строительство нового стадиона необходимо не менее 3 миллиардов рублей. В ближайшее время в республике появится еще несколько новых объектов. К концу 2024 года в Башкортостане планируется построить футбольный манеж, а также модернизировать 6 полноразмерных полей и 5 мини-футбольных площадок в нескольких муниципалитетах. Еще летом прошлого года за моей спиной была только выровненная площадка, а сейчас уже можно увидеть контуры будущего футбольного манежа. Планировалось завершить его строительство к маю-июню 2022 года, но по актуальной информации это произойдет гораздо быстрее, уже к декабрю 2021. В республике запланировали открытие 5 новых отделений футбола, обучение новых тренеров и судей. А это возможность для юных воспитанников получать больше игровой практики в своем регионе. В прошлом году школе футбольного клуба Уфа был присвоен статус регионального центра РФС. В рамках этого сотрудничества с РФС мы много вопросов они обозначили. Это и развитие, помощь со стороны РФС в развитии инфраструктуры, помощь методическая в плане организации тренировочного процесса, помощь в повышении квалификации нашего тренерского состава. Может появиться в республике и второй профессиональный клуб. Сейчас такую идею вынашивают руководители команды «Спартак» из Туймазов. Сейчас они проходят лицензирование. Все, как говорится, они встречались с представителями ПФЛ. Им дали, какие документы надо сделать, какие там требования выполнить по стадиону, по документам. Они сейчас это выполняют. И если им получится лицензировать, то они в этом сезоне начнут играть во второй профессиональной лиге. На понедельник запланирован матч Кубка России по футболу. Уфа должна сыграть с Уралом из Екатеринбурга на стадионе «Нефтяник». Однако синоптики прогнозируют, что столбик термометра опустится до -20. В этом случае маловероятно, что игра состоится. Ее могут перенести на 3 марта. Артем Кочешев, Владислав Минязев. Итоги недели. Вот такой выдалась уходящая неделя, которая уже плавно перетекает в другую. Хороших вам выходных. Ну а прямо сейчас специальный репортаж Юлии Нигматуллиной «Уфа подземная». Не пропустите, будет интересно. Иду смотреть. До встречи в эфире.